ФМ. Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. І наш стрым можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. 9 верасня ў Мінску прайшоў паўмарафон. Прабегла больш за 35 тысяч чалавек, але пэўная колькасць людзей не шмат, але яны былі вельмі заўважныя, таму што беглі ў поўнай баявой амуніцыі выратавальнікаў. Супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях у амуніцыі вагой 20 кілаграм прабеглі 10,5 кіламетраў. Адзін з удзельнікаў гэтага паўмарафона, Сергей Вечар, намеснік начальніка цэнтральнага раёна па надзвычайных сітуацыях горада Мінска, сёння у нас у гасцях. Добрый день, спадар Сергей. Добрый день. Скажите, ласка, па-першае, я разумею, ёсць спецыяльныя спаборніцтвы, у якіх удзельнічаюць выратавальнікі з розных краін, паказваюць сваю моц і лоўкасць. Чаму вырашылі і вот у гэтым паўмарафоне паўдзельнічаць таким вот чынам? На самом деле это не случайно. Во всем мире уже довольно-таки давно это как бы традиционно участвуют наши коллеги из других стран. Европа, Америка принимают участие в таком же формате. Пробежать дистанцию в полной боевой экипировке. В первую очередь это, наверное, для того, чтобы доказать себе, что ты способен на нечто большее, чем простой, скажем так, человек. Вот. Для этого мы и готовимся, для этого мы и работаем над собой. Тых, хто павінен быў бегчы ў гэтым марафоне, адбіралі спецыяльна, или это людзі, якія і так удзельнічаюць в марафоне, вырашылі паўдзельнічаць таким чынам яшчэ? На самом деле у нас в республике сформированы различные команды в различных управлениях областных, а также в городе Минске спортивные команды. Значит, есть, скажем так, активисты, которые принимают участие во многих мероприятиях. В частности, наша команда — это были все подготовленные спортсмены, либо действующие, либо уже, скажем так, завершившие какую-то там свою спортивную карьеру. То есть люди подготовленные и целенаправленно, осознанно участвовали в таком формате в этом мероприятии. А все ж таки, тяжко было бегче? Нет, мы, наверное, месяца 2 готовились, поэтому единственное, что мешало, это температура воздуха, было достаточно жарко, и в боевой одежде она практически не дышит, в ней было тяжело бежать. А как бы с физической точки зрения нагрузка для нас очень даже комфортная, скажем так. Асабіста вы, якое место заняли? Я не могу сказать точно, где-то в середине, а по времени порядка 55 минут заняло прохождение. А наколькі было реально, уявіце сабе, 35 тысяч удзельнікаў, паўмарафон, а выигрывая яго человек у полной амуниции? Я думаю, предела как бы нету. В следующем году мы попробуем уже не 10 километров, попробуем 21, будем целенаправленно готовиться, и я думаю, что-нибудь покажем. Скажите, может такі з подвохам такое пытанне, але ўсё ж таки я ведаю, что скажем там футболисты ёсць, нібыта яны лічацца у структуры Міністэрства ўнутраных спраў, а гуляюць у футбол. Там ці скажем наша біятланістка вядомая лічыцца ў структуры КДБ, а бегае, заваёўвае залатыя медалі. Ваша команда, вы сапраўды ездзіце і на выезды, ці гэта прафесійныя спортсмены у структуры Министерства надзвычайных ситуаций? Нет, наши команды сформированы таким образом, что состоят из работников, которые принимают участие в ликвидации чрезвычайной ситуации, непосредственное участие, и руководство осуществляют ликвидацию этих различных ситуаций, тушение пожаров. Это боевые работники, боевые офицеры, командиры отделений, пожарные, то есть все те, кто работает, скажем так, в нашей структуре. То есть можно сказать, что это не те люди, якія только спортом занимаются, это люди, якія профессийно допомагают людям. На самом деле этот спорт, это все, он же непростой, это, скажем так, прикладной вид спорта, и основная его задача, основная его цель — это повышение профессионального уровня, профессионального мастерства работников. И в первую очередь таким видом спорта занимаются в первую очередь профессионалы своего дела. И это очень сильно помогает нам при выполнении боевой задачи.
Скажите, вот вы бегли, ну, калі у вас, конечно, были силы и магчымасці там где-то глядзець по боках, вот як люди реагавалі, якія побач з вами бегли, реагавалі на тое? Можа, думали, что штосьці здарылася и выратавальнік бяжыць на дапамогу? По-разному люди реагировали, кто-то улыбался, кто-то был шокирован немного. Многие позитивно это воспринимали, фотографировались, поддерживали, очень многие поддерживали. У кого-то вызывало это какие-то бурные эмоции. То есть, ну, на самом деле было приятно бежать, внимание позитивное. То есть такая увага все ж таки была, и пасля люди еще и фотографовались с вами. Ну да, да. Тем не менш, вот все ж таки скажите, гэта падрыхтоўка, гэта удзел у спаборніцтвах, наколькі яны дапамагаюць вам у вашей штодзённай працы? Ну, для работника МЧС, для спасателя уровень физической подготовки – это одна из основных составляющих вообще его работы. Постоянно у нас проходят тренировки, постоянно проходит, неважно, спортсмен, не спортсмен, физическая подготовка, она очень большую роль играет. Все, вне зависимости от того, является это непосредственно спасатель, либо это работник отдела кадров, либо еще что-то, все находятся в достаточно хорошей физической форме, постоянные тренировки, постоянные зачеты, сдача нормативов, пожарно-спасательная подготовка, физическая подготовка. То есть это основной момент в нашей работе. То есть можно сказать, что усе больш-менш у нармальнай фізічнай форме, это не значит, что вот есть у нас такие люди, якіх показывают на тэлебачанні, якія показывают там на спаборніцтвах, а астатнія, ну як атрымаецца, так и атрымаецца, а усе так нормально могут. Все, да, все, абсолютно все наши работники уделяют большое внимание своей физической подготовке. Скажите, а вот апроч задавальнення, вы что-нибудь атрымалі там? Я разумею, что на самим паўмарафоне никаких там призов таких каштоўных не было, а может быть премию на працы выписали? Нет, почему не было? У нас мы бежали, получили памятные, очень красивые медали. То есть основной момент здесь был вот эти эмоции, вот эти вот заряд бодрости, заряд энергии, который получаешь от болельщиков, от поддержки родных, близких, друзей, которые наблюдали за прохождением вот этой дистанции, болели и поддерживали нас. Мы перервемся на невеличкую паузу. Зараз кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што ў мяне ў гасцях удзельнік мінскага паўмарафона, які прабег 10,5 кіламетраў у поўнай баявой амуніцыі, намеснік начальніка цэнтральнага раёна Мінска па надзвычайных сітуацыях Сергей Вечар. І зараз мы у другой частцы пагаворым ввогуле пра працу выратавальнікаў і што здараецца падчас этой працы. Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай о 6 і ўвечары о 23. У Гродні на хвалях радіорація 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу о 18, а «Петарду» о 20. Нон-стоп наш эфир доступны у интернете по адресе euraradio.fm и euraradio.by. Слухай Еўрарадыё праз спадарожнік Астра 4А. Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы. Долучайся до нас у социальных сетках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. 16:20. Добрый день. При микрофоне Лиза Кучаравая. Запрашаю на короткий информационный выпуск новинаў. Генеральный директор Тутбаймеды Людмила Чекина мяркуе, что идентификация по нумары карыстальнікаў форумаў негативно добьется на белорусских СМИ. Любой популярный информационный ресурс, в том числе ресурс форумов, он монетизируется за счет рекламы, за счет рекламных сетей. Естественно, бизнес очень сильно потеряет на этом. Потеряет информационное пространство белорусское в целом, потому что, конечно же, значительный поток тех людей, кто пишет, и за ними поток тех людей, которые читают, переместится в российский сегмент и в социальные сети. Расповела на хвалях Еўрарадыё генеральный директор Тутбаймеды Людмила Чекина. Нагадаю, что Министерство информации пропонувало свой метод идентификации
ідэнтыфікацыі форумных каментатараў. З распрацаванага Мінінфармам праекта пастановы Саўміна вынікае, што ў працэсе папярэдняй ідэнтыфікацыі мусіць быць устаноўлены абаненцкі нумар карыстальніка. Медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі лічыць, што пасля таго, калі такі метад будзе прыняты, гэта стане стрымліваючым фактарам для большасці каментатараў на форумах. Мінскія чыноўнікі зрабілі ў адным дакуменце на адной старонцы тэксту каля сотні памылак, абдруковак. Дакумент атрымалі заснавальнікі грамадскага аб'яднання «Ваколіца» і былі шакаваныя. Фотакопію змесціла Вікторыя Шаблінская на сваёй старонцы ў Facebook. Самае цікавае, што заключэнне аб дзяржаўнай рэгістрацыі мясцовага грамадскага аб'яднання «Ваколіца», якое склаў галоўны спецыяліст аддзела рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання ды грамадскіх арганізацый, зацвердзіла намесніца начальніка ўпраўлення рэгістрацыі і ліцэнзавання галоўнага ўпраўлення юстыцыі Мінгарвыканкама. Фотафакт гэтай падзеі глядзіце ўжо цяпер на еўрарадыё.фм і заставайцеся на нашых хвалях. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і наш стрым можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Мой сённяшні госць, намеснік начальніка Цэнтральнага раёна па надзвычайных сітуацыях горада Мінска Сергей Вечар. Мы пачалі нашу гаворку, расказваючы пра тое, як група выратавальнікаў Мінска і Мінскага раёна прабеглі паўмарафон Мінскі, а гэта 10,5 кіламетраў у поўнай баявой амуніцыі. 20 кілаграм за плячамі, на плячах і нават на галаве, таму што ў шлеме беглі, калі я гляжу вот на фота. Сергей Сергеевич, глядзім на фота, як выратавальнікі беглі, такія спартовыя, прыгожыя, глядзім фільмы, серыялы там амерыканскія пра выратавальнікаў, пра іх гераізм. А як штодзённая праца беларускіх выратавальнікаў, яна падобная на кино, на сериалы? Ну, на самом деле, работая по факту и то, что показывают в фильмах, они это очень сильно отличаются. Значит, будни спасателя немного другие. Это в первую очередь это все завязано на распорядок дня, на уставы. Вот. Если говорить о несении службы дежурной сменой, работниками, которые входят в состав дежурных смен, то в первую очередь это подготовка. Подготовка, занятия, проведение занятий, занятия физической подготовкой, занятия пожарно-спасательной подготовкой, осуществление каких-то хозяйственных работ, значит, уход за техникой, пожарно-спасательным инструментом, оборудованием, несение постовой службы. В фильме этого всего нет, но по факту большая часть времени отводится на это. Но чрезвычайные ситуации, пожары как бы случаются, скажем так, у нас не по распорядку, это и днем, и ночью, то есть это в любой момент, в любую секунду. В первую очередь это готовность наших работников к реагированию, к выезду, к месту чрезвычайной ситуации, оказанию помощи. Я вельмі часта сустракаю, асабліва вот зараз, як ёсць у нас сацыяльныя сеткі, людзі пішуць, што вот дзякуй выратавальнікам, што своечасова і хутка даехалі, там затушылі пажар, там дапамаглі у той ці іншай складанай сітуацыі. Але вот заўсёды так было, ці вот апошнім часам нешта змянілася з-за нечага, і вот лепей стала працаваць служба? Ну, служба спасения, скажем, назовем это так, всегда работала оперативно, всегда реагировала достаточно профессионально. Сказать, что стало что-то лучше, что-то хуже, довольно-таки сложно. Мы постоянно развиваемся, постоянно совершенствуемся, обучаемся и так далее. Поэтому, конечно, с каждым годом все лучше и лучше становятся и условия труда, и, скажем так, профессиональная подготовка наших работников. Вот. Поэтому... А есть проблема с кадрами, как кажете? Нет, проблем у нас нету. Комплектация у нас достаточно серьезная.
Ну, ці легко потрапить до вас на працу? На самом деле попасть на работу не так, скажем, и просто. Для того, чтобы устроиться, попасть, стать спасателем, нужно пройти довольно-таки тяжелый путь. Это в первую очередь и состояние здоровья должно быть отменное, это и кристально чистая репутация, скажем так, в глазах, скажем, Родины. То есть никаких правонарушений, ничего такого. Вот. И, ну, в первую очередь это нужно осознавать, куда идешь и чем будешь заниматься. Ваша сям'я вот ганарыцца, что сын менавіта вот у гэтай службе працуе? Ну, я потомственный спасатель, пожарный. Отец мой проработал 25 лет в службе, и как бы я пошел вот по его стопам. А вас не крыўдзіць, калі вы чуеце вот гэтую народную прымаўку, там, спіць як пажарнік? На самом деле мы не обращаем внимания на различного рода такие высказывания. По сути, у нас время на сон практически нету, поэтому... Ну, тады можна і сказаць, што паколькі няма часу на паспаць, то калі выпадае такая магчымасць, то да, сапраўды так спіш, што вот, каб адпачыць на будучае. Скажыце, мы любім такія пытанні задаваць пра тое, каб вот, можа быць, расказалі якую-нибудь цікавую гісторыю з вашай практыкі, працы. Ну, гісторыя гэта, паколькі вы ратавальнікі, не заўсёды бываюць вясёлыя ці такія вот сапраўды, якімі можна у кампаніі пазабаўляць людзей. Але вот што вам вот запомнілася, напрыклад? Можа быць, две гісторыі, адну гісторыю, якую вы вот заўсёды будете з жахам узгадывать, и одна история, может, якая повеселила вас? Ну, на самом деле, боевой работы вот такой очень много, и как бы запомнить что-то, что отложилось в памяти. Конечно, есть и страшные моменты какие-то, есть и веселые моменты. Ситуации разные, люди попадают в разные, скажем так, ситуации, и мы приходим на помощь достаточно, скажем так, в широком спектре этого слова. Вот. Но и смешного могу вспомнить случай, когда спасали человека с высоты, значит, немного в неадекватном состоянии, в нетрезвом перепутал, скажем так, подъезд и пытался подняться домой нетрадиционным способом по наружной стене, по балконам. Потерял, скажем так, равновесие, упал и повис на уровне где-то 5-го, наверное, этажа вниз головой. И когда мы пришли его спасать, спускать... А за что он зацепился? Ногой попал в проем между балконной рамой и ограждением. Вот. И такой достаточно веселый товарищ с чувством юмора на вопрос, как зовут, фамилия, имя, отчество, вот, отвечал, что он Питер Паркер, Человек-паук. Вот. Значит, ну, таких ситуаций на самом деле много, но, к сожалению, не всегда они заканчиваются, скажем так, на веселой ноте. Вот. Вот я, калі читаю про тое, что вот зрабілі, скажем, выратавальнікі, мяне крыху здзіўляе, что выратавальнікаў там выклікаюць, скажем, снять кота з дрэва, ці яшчэ што-небудзь. Вот это сапраўды ваши абавязкі ўваходзіць? Мы же служба спасения и оказываем помощь населению, гражданам практически во всех вопросах. Есть, конечно, моменты, которые не относятся, скажем так, к нашей компетенции, но служба спасения основной, скажем так, момент, основной наш, может быть, это как прозвучит девиз, чем помочь. В любой ситуации мы стараемся помочь. Калі там дзіцё якое-нибудь, яно глядзіць на прыгожую форму, там на геройскія такія фотаздымкі і кажа, там, я хочу там быць вайскоўцам, ці я хочу быць выратавальнікам, потому что просто гераічны такі вобраз. А что вы можете сказать тым, кто вот так думае про такую вот працу выратавальнікаў, толькі як про такую гераічную, и вот я хожу толькі і ўсіх выратоўваю, ўсё так лёгка у мяне атрымліваецца. Наколькі вот все ж таки сур'ёзна ставіцца трэба да выбору профессии?
Ну, очень важно в этом, при выборе профессии спасателя, очень важно взвесить свою, скажем так, психологическую устойчивость и, в первую очередь, готовность к трудностям, которые возникают в процессе прохождения службы. Нужно быть готовым и к тому, что ты увидишь и на чрезвычайной ситуации, на реакцию людей, правильно реагировать. На самом деле очень серьезно нужно подходить к этому вопросу. Если просто думать о том, что придешь героем, станешь и будешь здесь всех спасать, ну, очень многие ломаются, очень многим тяжело. Первые пожары, первые какие-то пострадавшие, это все накладывает отпечаток, и достаточно непросто через все это перешагнуть. Вот калі вы бачыце, прыязджаеце на месца здарэння і бачыце людзей, там, якія загінулі там, на пажары, да прыкладу, як хутка вы прывыклі да этого? Ну, калі прывыклі ўвогуле, калі можно сказать такое слово? Ну, к этому привыкнуть, наверное, невозможно. От этого, в нашей профессии, от этого нужно, скажем так, в момент выполнения боевой задачи нужно концентрироваться непосредственно на самой боевой задаче. Вот, потому что зачастую от этого зависят человеческие жизни. И не только пострадавших, но и в первую очередь самих спасателей. Поэтому от этого нужно, скажем так, оградить себя мысленно и все внимание непосредственно на выполнение боевой задачи. Так само мы вот часто бачим у фільмах такія сітуацыі, калі, да прыкладу, вот гарыць дом, і, ну, там, жанчына, мужчына раптам кідаецца назад туды ў полымя, таму што ў яе там, можа быць, застаўся там ці дзіцё, ці там сабака любімы, ці дакументы якія-небудзь важныя. Што вы робіце ў такіх сітуацыях, і ці здараліся у вас такія сітуацыі? Ну, конечно, ситуации такие были. Приходилось после, скажем так, таких поступков спасать уже и самих, скажем так, спасателей, которые вот так что-то забыли, документы какие-то, еще что-то, побежали там. Вот. Но были случаи, когда очень часто у нас происходит и в республике, как бы и в мире, очень часто, когда вот простые гражданские люди, не спасатели, до момента приезда спасателя, службы спасения, действительно спасали людей. И не только своих близких, а вообще просто незнакомых людей. Вот проходит человек мимо, видит, идет дым из, скажем так, частного дома, бросается в этот дом, находит там ребенка, вытаскивает. Вот такие случаи были, как бы есть. Вот. Но все зависит от ситуации. У вас есть тыя люди, як кажуть, вот, ваши хросныя уже, якіх вы выратавалі, якім выратавалі жыццё? Ну, за период службы, за 15 лет, я 15 лет в службе, конечно, есть не одну человеческую жизнь приходилось спасать, но, опять же, повторюсь, это все не запоминаешь, это как бы учета мы этому не ведем, это просто работа. 15 гадоў вы ўжо служыце ў гэтай сістэме. Можна такое пытанне сказаць, а вот вы асабіста, калі быў выбух у метро, былі на месцы здарэння? Нет, мы на тот момент, я был на дежурных сутках, наше подразделение, я работал тогда в 24-й части на Логойском тракте, который находится, и наше подразделение было на тот момент в резерве. Основные силы следовали туда, это ближе лежащие части, скажем так, центр города. Ну, а вы с коллегами, якія былі на месцы здарэння, потым размаўлялі, вот якія у іх былі ўражанні, вот як яны рэагавалі, як яны расказвалі пра то, што ўбачылі? Ну, это, конечно, все очень тяжелый момент. Часто вспоминают они эти моменты. Вот, но справляются с этим. Я так разумею, все ж таки, вот, как вы сказали, такая моральная, психологичная устойчивость, это одно с головных, что повинно быть у ратовальника. Да, да, это даже может быть где-то и важнее, чем уровень физической подготовки. Давайте вернемся до спортовой такой темы. Я ведаю, что вы уже завтра выезжаете на черговые спаборніцтвы. Куды, где, что будет? 3 года назад в городе Минске была сформирована команда
назовем вид соревнований, это пожарное многоборье силовое, кроссфит, может быть. Сильнейший пожарный спасатель, такое название получил этот вид спорта. Вот. И вот на протяжении 3 лет уже наша команда, в принципе, в Европе занимает одно из лидирующих мест. И вот 8 сентября на День города в городе Минске проходили международные соревнования «Сильнейший пожарный спасатель». Команда города Минска стала победителем. А завтра команда уезжает на очередной старт в город Киев, где пройдут такие же соревнования, такого же формата, чтобы, скажем так, побороться за звание сильнейшей команды, за звание сильнейших пожарных уже на, скажем так, украинской земле. И кто будет апроч вот вас, украинцев? Насколько там великое это мероприятие? Достаточно большое будет количество участников. Это порядка 28 команд с самой Украины. И также команды, 2 будут команды из Беларуси, команда Чехии, команда Польши, Литва, Латвия. То есть ближайшие европейские страны. Но вы уже брали удел в таких международных споборництвах? Да, вот буквально в августе месяце мы выиграли чемпионат в Польше, 1 место командное, и в июле на чемпионате Европы, также в Польше проходил чемпионат Европы, участвовало там порядка 25 стран, больше 350 участников, мы стали в Европе 3-й, белорусская команда была 3-й. Ну, значит, вы, можно лишить, фавориты будете этого украинского споборництва. Будем бороться, будем бороться. Дякую вялікі. Я нагадаю, до речі, вот на заканчэнне уже. Наступны паўмарафон. Будете брать удел? И, может, яшчэ что-нибудь больше цікавое пропонуете? Я думаю, следующий полумарафон мы уже возьмем, скажем так, полностью дистанцию полумарафона, 21 километр, и количество участников в таком формате, наверное, будет гораздо больше. Мы как бы были первооткрыватели, всем понравилось, поэтому я думаю, к нам присоединятся больше наших коллег. Угу. Можно, может быть, ввогуле какое-нибудь такое шоу зладите, там, такое спартово-выратавальное. Будем смотреть. Дякую вялікі. Я нагадаю, что у нас у гостях сегодня был наместник начальника Центрального района по надзвычайных ситуациях города Минска Сергей Вечер. Сергей Вечер пробег полумарафон Минский у полной боевой амуниции 20 килограмм. И уже завтра отправляется на новые международные спаборництва выратавальников. С вами працаваў Зміцер Лукашук. Слухайте, глядите Еврорадио. Еврорадио. Першее рок-радио Беларуси.